Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Разрешите вас поприветствовать. Хотели бы вам сказать, что если вдруг время WebEx закончится, нужно сразу же обратно подсоединиться. Согласно приказу номер 7 от 9 января 2023 года, пункт 32, заседание диссертационного совета считается правомочным, если в работе принимает участие не менее 2/3 его членов. Участие в заседании официальных рецензентов, временных членов диссертационного совета. Согласно пункту 23, подпункт 1, 2, 3, 17, пункт 20, глава 2, подпункт 5 того же приказа, а также приказа МОН РК номер 58 от 18 февраля 2022 года по формированию диссертационного совета по специальности 6D-110-100, 8D-101-02 «Медицина». Сформирован новый состав диссертационного совета при Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова от 27 мая 2024 года за номером 13/2-18-431 НК для защиты диссертационной работы докторанта Жаманкуловой Дамиры Гениатовны на тему «Эффективность реабилитационной программы у пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП» по специальности 6D-110-100 «Медицина» объявляю открытым. Позвольте представить постоянных членов диссертационного совета по специальности 6D-110-100, 8D-101-02 «Медицина» при ЗКМУ имени Марата Оспанова. Председатель Саханова Светлана Калиулаевна, руководитель научно-практического центра ЗКМУ имени Марата Оспанова, доктор медицинских наук, доцент. Заместитель председателя Аманжолкоза Айнур, PhD, ассоциированный профессор, доцент кафедры нормальной физиологии ЗКМУ имени Марата Оспанова. Ученый-секретарь Айтпаева Алия Маджанна, PhD, исполняющий обязанности доцента кафедры хирургические болезни номер 2 ЗКМУ имени Марата Оспанова. Ахмадеева Лейла Ринатовна, доктор медицинских наук, профессор Башкирского государственного медицинского университета, город Уфа. Участвует онлайн. Кутайбердиева Гульмира Зулпукарна, доктор медицинских наук, профессор НИИ трансплантации органов и кардиохирургии, город Бишкек, Кыргызская республика. Участвует онлайн. Аскаров Манарбек Бапович, доктор медицинских наук, профессор, директор Института фундаментальной и прикладной медицины, АО «Национальный научный медицинский центр», город Нур-Султан, отсутствует по состоянию здоровья. Сегодня из 6 постоянных членов диссертационного совета по явочному листу присутствует 5. Приказом от 27 мая 2024 года за номером 13/2-18-431 НК для защиты диссертационной работы докторанта Жаманкуловой Дамиры Гениатовны на тему «Эффективность реабилитационной программы у пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП по специальности 6D-110-100 «Медицина» в состав диссертационного совета включены временные члены. Разрешите вам их представить. Беркимбаев Салим Фахатович, доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова, президент Ассоциации кардиологов Казахстана, город Алматы, Республика Казахстан. Сахов Уразбек Сраилович, кандидат медицинских наук, доцент, президент Общества интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов Казахстана, городской кардиологический центр, заведующий отделением рентген-хирургии, город Алматы, Республика Казахстан. Маншарипова Алмагуль Тулеовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры ВОП, ученый-секретарь Казахстанско-Российского медицинского университета, город Алматы, Республика Казахстан. Мансурова Джамиля Анваровна, PhD, заведующая кафедрой терапии НАО, Медицинский университет Семей, город Семей, Республика Казахстан. Таким образом, сегодня из 10 членов диссертационного совета по явочному листу присутствует 9. Кворум имеется. Разрешите заседание диссертационного совета под протоколом номер 7 при НАУ ЗКМУ имени Марата Оспанова по специальности 6D-110-100, 8D-101-02 «Медицина» считать открытым и приступить к работе. На повестке дня защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии PhD Жаманкуловой Дамиры Гениатовны на тему «Эффективность реабилитационной программы у пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП» по специальности 6D-110-100 «Медицина». Диссертационная работа выполнена на кафедре семейной медицины НАУ ЗКМУ имени Марата Оспанова.
Диссертация предоставляется в форме диссертационной работы «Язык защиты русский». Научные консультанты Жамалиева Лазат Мамеджанна, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор, профессор кафедры общей врачебной практики №1 НАУ ЗКМО имени Марата Успанова. Базаргалиев Ирлан Шаймерденович, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор, руководитель кафедры внутренних болезней №1 НАУ ЗКМО имени Марата Успанова. Горжибовский Андрей Мячеславович, доктор медицины, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, начальник управления по научной и инновационной работе Минздрава России, город Архангельск, Россия. Официальные рецензенты: Туанбаева Мирамгуль Капсиметовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова, город Алматы, Республика Казахстан. Карибаев Кайрат Рахманиевич, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор, руководитель кардиоцентра АО «Центральная клиническая больница», город Алматы, Республика Казахстан. Для оглашения списка документов докторанта слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета Айтбаевой Алия Маджанне. Добрый день. Добрый день, глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые члены диссертационного совета. В личном деле докторанта Жаманкуловой Дамиры Гинятовны имеется перечень всех документов, соответствующих требованиям Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Все документы представлены в срок, разрешите огласить характеристику. Жаманкулова Дамира Гинятовна в 1998 году окончила Актюбинскую государственную медицинскую академию имени Марата Успанова по специальности лечебное дело и в 1999 году интернатуру по специальности терапия. С 1999 по 2001 года прошла клиническую ординатуру на базе кафедры общей врачебной практики. С декабря 2001 года работала ассистентом на кафедре факультетской терапии, пропедевтики внутренних болезней, общей врачебной практики в Центре доказательной медицины и в Центре непрерывного профессионального развития. С 2014 года работала ассистентом и с 2022 года доцентом кафедры внутренних болезней №1. Педагогический стаж 23 года. С 2016 по 2018 года прошла обучение в магистратуре по специальности 6М-110-100 медицина, по окончанию получила степень магистра медицинских наук. С 2018 по 2021 года обучалась в докторантуре по специальности 6D-110-100 медицина. Жаманкулова Дамира Гинятовна, врач-терапевт высшей категории, имеет сертификат гастроэнтеролога и ревматолога. С 21 по 25 октября 2019 года прошла обучение по курсу методологии научных исследований. С 3 по 13 декабря 2019 года по курсу надлежащая клиническая практика GCP. 15 мая 2020 года участвовала в мастер-классе по теме «Экологические исследования. Простота, скорость и подводные камни» с получением сертификата. С 15 по 28 февраля 2021 года проходила зарубежную научную стажировку на базе Северного государственного медицинского университета, город Архангельск, Россия, под руководством зарубежного консультанта Горжибовского Андрея Мячеславовича. При выполнении научно-исследовательской работы проявила себя как дисциплинированный, инициативный, ответственный сотрудник. По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ. Из них 2 статьи в международных научных изданиях, индексируемых в информационной базе Scopus Q2, Q3. 4 статьи в изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Статьи в сборнике Международной научно-практической конференции Ближнего зарубежья Россия. Статьи в сборниках научно-практической конференции Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова. 6 тезисов в сборниках международных научных конференций стран дальнего зарубежья: Италия, Словения, Нидерланды, Македония, Германия. 1 тезис в сборнике научной конференции с международным участием стран ближнего зарубежья Россия. 1 тезис в сборнике Республиканской научно-практической конференции с международным участием Казахстана, город Семей. Имеет 3 объекта интеллектуальной собственности, 2 акта внедрения результатов научно-исследовательской работы в образовательный процесс и практическое здравоохранение. Владеет русским, казахским и английским языками. Спасибо за внимание. Имеются ли вопросы по личному делу соискателя? Вопросов нет. Для изложения основных положений диссертационной работы слово предоставляется докторанту. Вам 15 минут для изложения основных положений диссертационной работы.
году, чтобы во время доклада вы не выжили? Сейчас перезапустим. Заканчивается время, да? Нет, сейчас. Уважаемые члены Совета, мы будем перезапускать. Чтобы во время доклада не прервалось, мы предлагаем. Глубоко уважаемый председатель проблемного диссертационного совета, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию основные положения диссертационной работы на тему эффективности реабилитационной программы у пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. И по данным ВОЗ, в 2021 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 20,5 миллионов человек. Из них 85% вызваны инфарктом и ОНМК. 80% произошли в странах с низким и средним уровнем дохода. Так, к примеру, в Казахстане на 100 тысяч населения приходится 478,3 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. В США 158, в Великобритании 118,1. По ишемической болезни сердца стандартизированно по возрасту коэффициенты смертности между странами различаются более чем в 20 раз, причем в Казахстане они намного выше, чем в США, Бразилии, Великобритании. Уровень смертности от инфаркта миокарда, по данным ВОЗ, в Казахстане равен 55,7%, в России 44%, в США 42%. Кардиореабилитация ПМСП является наиболее важным научно обоснованным вмешательством для снижения риска повторной госпитализации, смертности от всех причин. Кардиореабилитация снижает смертность, сердечно-сосудистую смертность на 42%, повышает толерантность к физической нагрузке и качество жизни. Как известно, коррекция поведенческих факторов риска предотвращает не менее 80% сердечно-сосудистых заболеваний. Но несмотря на доказанную эффективность реабилитационных мероприятий, охват пациентов с инфарктом миокарда восстановительными программами остается низким. По результатам 4-го и 5-го исследования Евроаспайр, в котором участвовали 27 стран, в том числе и Казахстан, значительная часть европейцев с инфарктом миокарда не получает всех преимуществ кардиологических реабилитационных служб.
Только 51% пациентов проходит кардиореабилитацию, и только 81% из них проходит хотя бы половину предусмотренных мероприятий. Целью нашего исследования являлось оценить эффективность разработанной реабилитационной программы для пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в амбулаторных условиях. Для достижения этой цели поставлены были 3 задачи. Первое – это провести эпидемиологическое исследование по выживаемости пациентов после инфаркта миокарда в Актубе за период с 8 по 18 год. Вторая задача – это разработать на основе международных рекомендаций амбулаторную реабилитационную программу для пациентов после инфаркта миокарда для внедрения и последующей оценки ее эффективности. И третья задача – это провести рандомизированные контролируемые испытания разработанной программы реабилитации в городе Актубе в 2 группах пациентов с инфарктом миокарда в течение года и оценить ее эффективность по основным и вторичным исходам. Методология первой задачи. Дизайном здесь было ретроспективное обсервационное исследование. В качестве объектов исследования были использованы медицинские карты пациентов, перенесших инфаркт миокарда и выписанных из всех стационаров города Актубе в период с января 2008 года до сентября 2018. С отдела РАКС были получены сведения о статусе жив-умер пациентов, дату смерти тем, кто умер, и полные данные были у 592 человек. Для изучения выживаемости использовали методы построения таблиц времен жизни и множительных оценок Каплана-Майера. При анализе взаимосвязи выживаемости и независимых переменных используются регрессионные модели пропорциональных интенсивностей Кокса. Методология второй задачи. С учетом ограниченности ресурсов нами было принято решение об использовании метода концептуализации готового международного руководства для создания реабилитационной программы. Концептуализация подразумевает учет местных условий, таких как наличие специалистов, доступ пациентов к тем или иным видам медицинской помощи, местные ресурсы и нормативные правила и другое. Мы выполнили 4-этапный процесс концептуализации, который представлен на экране. Методология третьей задачи. По дизайну это было открыто рандомизированное контролируемое исследование. Формулировка исследовательского вопроса по схеме ПИКО. P – это пациенты с инфарктом миокарда, I – это проводимая реабилитационная программа в дополнение к стандартной помощи, C – это стандартная амбулаторная помощь, O – это смерть, экстренная госпитализация, инфаркт, повторный инсульт, утяжеление класса ХСН, давление, ЧСС, приверженность к приему медикаментов, показатели липидного обмена, индекс массы тела, окружность стали, курение, количество куримых сигарет и толерантность к физической нагрузке. И длительность исследования составила 1 год. Также на слайде представлена диаграмма потока пациентов. Соответствующих нашему критериям включения пациентов было 207, из них 30 отказались от участия, 22 исключились. По критерию исключения рандомизированы были 155 человек, в основной 79, контрольной 76 человек. В основной группе выбывших не было, умерло 3 человека, а в контрольной выпало 3 человека, умерли 4 человека. На данном слайде показаны критерии включения и исключения в данное исследование. Кроме того, на каждого пациента заполнялись индивидуальная регистрационная карта, в которой записывались все данные обследования. Также частотный опросник питания для базовой оценки пищевого поведения в течение последнего года. Шкала депрессии и тревоги, а также анкета по оценке качества жизни кардиологических пациентов, это МАК-НИУ. Нашим вмешательством было участникам основной группы на фоне стандартной помощи проводилась разработанная нами программа реабилитации. Обученные студенты-волонтеры выполняли визиты к пациентам на дому. Каждый визит был рассчитан на 60 минут и состоял из 2 частей. Первая часть – это установление контакта, оценка клинического состояния, опрос, сбор жалоб, измерение параметров типа давления, пульса, ЧСС, вес, объем талии. У курящих выясняли количество выкуриваемых сигарет, также оценивали наличие коморбидных состояний, назначенную терапию. И вторая часть – это обучение непосредственно пациента, поддержка и при необходимости мотивация. И темы визитов у нас были расписаны, каждый визит посвящен соответствующей теме. Результаты первой задачи. По первой задаче общая 10-летняя выживаемость пациентов после инфаркта миокарда составила 38,2%. Среднее время дожития пациентов составило 92 месяца.
Используя регрессионный анализ Кокса, выживаемость была связана с возрастом, отношение риска было 1,05, с сахарным диабетом в анамнезе отношение риска 1,49 и у НМК в анамнезе отношение риска 1,89. Сравнение выживаемости в зависимости от пола, возраста, уровня артериального давления, от наличия в анамнезе диабета, инфаркта и инсульта также проводилось. Результаты по второй задаче. В первую фазу, это концептуальный анализ, проводилось интервью с 10 пациентами с инфарктом миокарда, с членами их семей, 3 врачами общей практики, 2 кардиологами поликлиник, обзор амбулаторных карт пациентов с перенесенным инфарктом. Это все было использовано для концептуального анализа. Были выявлены положительные и отрицательные концептуальные факторы. Во второй фазе мы были, в процессе поиска были найдены 5 клинических практических руководств по реабилитации инфаркта миокарда. И в результате мы выбрали одно КПР шотландской межвузовской сети по составлению руководящих принципов в качестве прототипа реабилитационной программы. В третьей фазе составителями реабилитационной программы, то есть мной и научным консультантом, были проанализированы результаты и определили контекст практических рекомендаций для реализации каждой рекомендации КПР в условиях ПМСП города Актубе. И в четвертой фазе, это внешняя рецензия, 2 рецензента из академической среды и из практического здравоохранения подтвердили, что содержание ревматологической реабилитационной программы применимо и приемлемо для предполагаемого контекста. На данном слайде указана схематичная наша реабилитационная программа. Вот в первом столбце указано вмешательство, которое мы проводили. Вследствие их воздействия у нас было ожидаемое поведение, это повышение физической активности, правильное питание, высокая приверженность и некурение. И эти результаты, это приводило к промежуточным результатам в виде изменения, улучшения клинических, лабораторных и инструментальных показателей. И в результате мы достигали цели программы. Целью было улучшение функциональной работоспособности, артериального давления, ЧСС, липидов, веса, курения, качества жизни. И самое главное — снижение сердечно-сосудистых событий, госпитализации, смертности и осложнений. Переходим к третьей задаче. Это исходные характеристики пациентов. Здесь мы видим, что по возрасту, по полу, по факторам риска, таким как артериальное давление, лишний вес, гиперлипидемия, низкая физическая активность, также такие в анамнезе такие факторы, как инфаркт миокарда, сахарный диабет, инсульт и по тяжести состояния, обе группы были абсолютно сопоставимы. Далее. На этом слайде у нас представлены основные исходы. В качестве конечных точек наблюдения в нашем исследовании были использованы такие показатели, как смерть, повторный инфаркт миокарда, инсульт, экстренная госпитализация в профильный стационар и прогрессирование ХСН. Частота событий в основной группе была ниже, чем в контрольной, и статистически значимая разница была выявлена по показателям экстренной госпитализации и прогрессирования ХСН. Здесь мы также рассчитывали относительный риск, который составил 0,185 и 0,154. На следующем слайде у нас показаны результаты качества жизни. Опросник МакНью у нас состоял из 3 доменов. Это эмоциональный, физический и социальный. По эмоциональному и социальному домену мы видим улучшение как в основной, так и в контрольной группе, однако статистически значимые различия наблюдаются только в основной группе. По физическому домену у нас и в основной, и в контрольной группе были статистически значимые повышения качества жизни. Далее, на этом слайде мы видим показатели через год после вмешательства, которые отражают воздействие на основные факторы риска ЭБС. Здесь мы привели не все показатели, а только основные. Объем талии через год статистически значимо изменились как в основной группе, так и в контрольной, однако в основной группе отмечалось уменьшение объемов, в то время как в контрольной было небольшое повышение. Также рассчитывалась величина эффекта вмешательства, в данном случае это был 0,35, это средний эффект. Артериальная гипертензия.
Артериальная гипертензия представлена здесь с историческим, диастолическое артериальное давление и ЧСС. Мы проверяли, и при сравнении групп через год мы видим статистически значимую разницу по систолическому, по всем трем показателям в основной группе, а в контрольной только по ЧСС. И тут мы также рассчитывали размер эффекта, мы видим, что по Коэну размер эффекта равен 1, и 1,07 это указывает на большой эффект вмешательства. Далее, дислипидемия. По липидному профилю через год была выявлена статистически значимая разница как по холестерину, так и по ЛПНП и НПВП. В основной группе статистически значимые различия были по всем трем показателям. И также здесь мы видим большой эффект вмешательства. По физической активности. Тест 6-минутной ходьбы, который применялся для измерения толерантности к физической нагрузке, через год после вмешательства статистически значимо изменился в обеих группах. Экран не меняется у нас, извините. Не меняется? Однако в основной группе тест 6-минутной ходьбы увеличился на 24,3%, а в контрольной только на 10,3%. И величина эффекта в данном случае 0,8, также большой эффект. И согласно исследованиям, физические тренировки могут улучшить качество жизни пациента после инфаркта, увеличивая фракцию выброса и улучшая переносимость. Итак, в нашем исследовании фракция выброса в основной группе выросла с 50 до 56, в то время как в контрольной с 49 до 50. И последним нашим показателем было курение. Количество курящих в основной группе за год снизилось на 61,4%, в контрольной на 16,1%. Среди курящих пациентов было установлено количество выкуриваемых за сутки сигарет. На исходе количество составляло одинаковое, в обеих группах было 20 штук. К концу наблюдения в основной группе снизилось до 7, в контрольной осталось на прежнем уровне. Следующий слайд. Здесь график демонстрирует приверженность профилактическому лечению. Здесь представлены основные группы препаратов, как обязательно для приема в течение года после перенесенного инфаркта миокарда. В основной группе через год по бета-блокаторам аспирину снижение приверженности не наблюдалось, то есть 100%. По ингибиторам АБФ и статинам снизилось незначительно, на 5,3 и 7,9% соответственно. Использование клопидогреля и тикогрелора тоже особо не изменилось. В контрольной группе отмечалось большое снижение приверженности к терапии. Основное снижение произошло по тикогрелору, минус 61,8%, по статинам 46,4%, в меньшей степени по бета-блокаторам 33,9%, клопидогрелю 32,7% и ингибиторам АПФ 23,2%. Далее, здесь представлены результаты исследования депрессии и тревоги, показатели психического здоровья. В начале исследования группы были сопоставимы. В основной группе снижение тревоги и депрессии по обеим шкалам превышало снижение в контрольной. Однако сравнение разниц не было статистически значимым. При этом обнаружено развитие депрессии в течение года у 2 пациентов контрольной группы, сходно не имевших депрессии, в отличие от основной, в которой положительная динамика наблюдалась в 100% случаев. Также в контрольной группе у 5,8% сохранялась депрессия средней и тяжелой степени. Величина эффекта по депрессии по шкале Гамильтон через 12 месяцев составила 0,36, что считается клинически значимой разницей. Характер результатов показывает небольшое улучшение показателей в контрольной группе, что контрастирует с более значительным улучшением в основной группе. Далее у нас на слайде показано изменение пищевого поведения. Группы сравнивались по употреблению алкоголя, суточной калорийности рациона, содержанию углеводов, белков, жиров, в том числе количество насыщенных, ненасыщенных, по микроэлементам калий, магний и натрий. Однако на данном слайде мы привезли только 5 основных групп продуктов, на которых мы акцентировали внимание при работе с пациентами основной группы. Мы видим, что через год от начала исследования потребление рыбы и рыбных продуктов в основной группе увеличивалось более чем в 3 раза, потребление мяса и мясных продуктов на 1/3 от исходного количества, употребление орехов и семян в 6 раз больше, чем в контрольной группе, овощей и фруктов в 2 раза больше, чем в контрольной группе. Таким образом, в контрольной группе мы наблюдаем только общее снижение калорийности рациона за счет всех компонентов, в то время как в основной группе после проведенной комплексной кардиореабилитации мы видим положительные результаты наших рекомендаций в виде
виде снижения потребления красного мяса, увеличения потребления орехов, рыбы, уменьшения суточного потребления поваренной соли, увеличение свежих овощей и фруктов и уменьшение алкогольных напитков. Здесь представлены слайды. Разрешите их не зачитывать. Дальше у нас научная новизна. Также представлена и Дамира Гинятовна, спасибо. Спасибо за внимание. Какие имеются вопросы соискателю по представленной диссертации? Пожалуйста, коллеги. У меня есть вопрос, если можно. Слышно? Да, слышно. Ага. С чем вы связываете низкую выживаемость в 8-18 годах в нашей стране, именно после инфаркта? Спасибо за вопрос. Кайрат Рахманиевич. Да. Мы проводили исследования в 2008 году, то есть те пациенты, которые получили инфаркт именно в 2008 году, я считаю, что было... Простите. Мы считаем, что в 2008 году у нас в городе Актобе только начиналась интервенционная терапия, в медцентре ЗКГМУ только проводили стентирование, в других клиниках их не было. Поэтому основная причина — это, наверное, отсутствие ЧКВ. Кроме этого, в 2008 году не были разработаны протоколы диагностики и лечения заболеваний кардиологических. Также не функционировали школы в поликлиниках, школы по артериальному давлению, ХСН. Я думаю, все это сопровождалось низкой приверженностью пациентов к терапии, и именно поэтому низкая выживаемость пациентов через 10 лет. Да, спасибо за исчерпывающий ответ. Если можно, второй вопрос можно будет? Да, конечно. Ну, я скажу, в свое время занимался немножко качеством жизни. У нас была такая тематика на кафедре. Вот, и интересно, тут у вас данные. По вашим данным, тревожность была у 18% пациентов с инфарктом миокарда, депрессия где-то 15%. Хотя по таким зарубежным литературным данным, чаще всего депрессия все-таки возникает более 2/3 пациентов. Кстати, депрессия, она увеличивает летальность после инфаркта. С чем вы связываете такую разницу у нас, то есть у вас в Тюбинске и с литературным данным? Благодарю за вопрос, Кайрат Рахманиевич. Разрешите ответить? На самом деле, я считаю, что распространенность тревоги и депрессии в общей популяции намного шире, тем более у пациентов с соматическими заболеваниями. Просто в нашем менталитете, у нашего населения есть такое стигма, когда люди боятся, что у них есть какое-то нарушение психологического характера, и многие не признают, некоторые недооценивают состояние, и в основном мужчины, они больше отрицают наличие у них каких-то расстройств. Я думаю, что на самом деле распространенность выше, тем более, что даже по казахстанским публикациям есть такие данные. Что распространенность... Спасибо также за исчерпывающий ответ. Вы нашли довольно интересную такую изюминку, объяснение в этой разнице. Большое спасибо. Кайрат Рахманиевич, вы удовлетворены ответом докторанта? Я слышал? Вы удовлетворены ответом докторанта? Да, на два вопроса дали исчерпывающий ответ, естественно, удовлетворен ответом. Спасибо большое. Еще вопросы есть? Здравствуйте, уважаемые коллеги. В принципе, мой вопрос тоже похож на вопрос Кайрата Рахманиевича. Это первый вопрос. Вы рассчитывали 10-летнюю выживаемость, исследовали. А какие показатели 10-летней выживаемости в других странах? Это первый вопрос.
И второй вопрос, какая доля пациентов достигла целевых показателей по факторам риска в вашем исследовании? Спасибо за вопрос, Уразбек Исраилович. Разрешите ответить со второго вопроса. У нас в нашем исследовании доля пациентов с ожирением, у нас были целевые показатели по ожирению, по окружности талии, систолическому и диастолическому давлению, а также по ЛПНП. Доля пациентов с ожирением у нас, ИМТ которых ниже 30, в основной группе у нас снизилась с 27,6% до 15,8%, а в контрольной у нас было повышение с 30,4 до 31,9%. По окружности талии, это для мужчин более 102 см, для женщин более 88 см, было абдоминальное ожирение наблюдалось у 28 человек, это 36,8%, и было снижение до 15 человек. Целевого артериального давления в основной группе у нас достигли 81,6%, а в контрольной 36,2%. Целевое диастолическое в основной группе 39,5%, в контрольной всего лишь 11,6%. И по исследованиям десятилетней выживаемости у нас показатели при анализе литературных источников, показатели именно по десятилетней выживаемости после инфаркта мы не нашли. В основном исследователи используют 5, 7 и 8-летнюю выживаемость. Так вот, из французского регистра 5-летняя выживаемость составила 88%, для фибринолитической терапии, для ЧКВ 83%, а для отсутствия реперфузии 59%. 5-летняя выживаемость в канадском исследовании была 74,8%, по российским данным 53,8%, а по данным Жахина и соавторов в Казахстане диапазон был от 65,8% до 78,3%. И для сравнения мы в рамках нашего исследования тоже изучали 5-летнюю выживаемость. Это была когорта 2013 года, то есть мы в 2018 году провели анализ, и наши показатели актюбинские составили 72,2%, что очень сопоставимо с хорошими результатами. Но однако, как показатель обратной выживаемости, мы изучали данные по 10-летней летальности после инфаркта миокарда. Так вот, в американском исследовании это составило 58,8%. По израильским исследованиям кумулятивная выживаемость 10-летней была 46,8%, и по японским данным 23,8%, что соответствует 76,2% 10-летней выживаемости. То есть самые высокие показатели выживаемости были в Японии. А у нас, как я уже озвучивала, 38,2% было 10-летней выживаемости. Уразбек Исраилович, удовлетворены ответом? Да, спасибо, удовлетворен. Ну, я надеюсь, что у нас тоже будет расти выживаемость благодаря современным методам реваскуляризации. Спасибо. Гульмира Зулпукаровна, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо за внимание, спасибо за хороший доклад. Я тоже мне этот вопрос заволновал, кстати, тоже 10-летняя выживаемость по 2008-2018. Мы согласны, например, в 2018 уже были препараты, ингибиторы АПФ. Не только то, что у нас не во всех регионах тоже делали первичную ангиопластику или экстренную ортокоронарно-шестивную миокардиальную реваскуляризацию, но во всяком случае, наверное, препараты тоже как бы это показывают ингибиторы АПФ, которые могут, или ингибиторы рецепторов АПФ, которые могут модулировать, да, улучшают выживаемость больных после инфаркта миокарда. Вот вы делали такой анализ, тоже, может быть, и медикаментозная терапия не было приверженности. Просто это может быть на будущее тоже провести такой анализ, не только инвазивные методы лечения, объяснить такую низкую выживаемость за 10 лет. Это мой первый вопрос, если можете ответить.
Спасибо за вопрос, Гульмира Зулпукаровна. По поводу десятилетней выживаемости мы оценивали когорту 2008 года, то есть это были те пациенты, которые получили инфаркт в 2008 году. И десятилетнюю выживаемость мы оценивали в 2018, то есть все показатели соответствовали 2008 году. На тот момент, к сожалению, была неоптимальная медикаментозная терапия, низкая приверженность и в большинстве случаев это отсутствие ЧКВ. Спасибо. Спасибо, теперь все ясно. Значит, по поводу второй части вашей работы по вашей реабилитационной программе, хорошая программа вы заработали. Эту реабилитацию начали проводить сразу после инфаркта миокарда в отделениях реанимации или внутригоспитализационной, и потом продолжили, да? На каком этапе это все одна программа начиналась? Спасибо за вопрос, Гульмира. Да, Гульмира Зулпукаровна. Мы набирали когорту пациентов именно в стационаре, в медицинском центре ЗКГМУ, в кардиологическом отделении. То есть туда, когда они поступали с инфарктом миокарда, мы там проводили набор пациентов. Там же мы проводили их клиническую оценку, критерии включения и исключения, проводили вот эти опросники. И потом, после того, как они выписывались из стационара на амбулаторном уровне, через 2 недели после выписки мы начинали свою работу с основной группой. И проводили это наблюдение в течение года. И через год мы опять-таки проводили оценку клинических данных, лабораторных данных и опросников. Спасибо. И по третьему, вы как рандомизировали больных? Включение, исключение. Ваше рандомизированное вмешательство. Какой метод рандомизации использовали? Спасибо за вопрос, Гульмира Зулпукаровна. Рандомизация у нас проводилась в компьютере с помощью генератора случайных чисел. Мы каждый раз, когда набирали пациентов, закладывали в компьютер, и рандомизация была 1 к 1, основная и контрольная группа. При этом рандомизация проводилась лицом, не заинтересованным в исследовании, то есть мы просили сотрудников Центра статистики. И когда получали готовые номера пациентов, мы, соответственно, распределяли их в 2 группы. А различались ли больные, которые мы проводили, например, которые подверглись операции аутогормонального шунтирования, как метод реваскуляризации? Вы их включали в исследование? Спасибо за вопрос. Да, мы включали. Программу. Да, мы всех включали, и которые получали АКШ, и которые ЧКВ получали, и просто медикаментозную по каким-то причинам, то простая оптимальная медикаментозная терапия. То есть у нас были критерии включения, просто диагноз инфаркта миокарда. А распределялись они случайным образом, поэтому группы были вполне сопоставимы по всем этим критериям. Сопоставимы, да. Хорошо, потому что у них тоже была работа с Казахстана, у них немножко, кто переносил операции, у них могли быть и более на месте хирургического вмешательства, тоже, да, уровень жизни немножко различался. Спасибо за ответы. Зулпукаровна, вы удовлетворены ответами? Да, спасибо. Еще вопросы? Коллеги, пожалуйста. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Добрый день. У вас в реабилитационной программе написано, что были задействованы помощники. Расскажите поподробнее о них. Спасибо за вопрос, Алмагуль Тулиевна. Помощники врачей — это у нас была разработана в начале научного НТП по обучению помощников врачей, то есть он так и назывался «Помощник врача по МСП». И в рамках этого НТП мы обучали студентов 3-4 курсов, желающих вне учебного времени, и проводили обучение по определенным циклам. У нас было 3 основных компонента. Первое — это оценка состояния пациента,
которые проводили сотрудники кафедры пропедевтики внутренних болезней. Потом второй цикл — это было мотивирующее интервьюирование, то есть обучались технике вот этой непосредственной консультирования пациентов. И третий цикл назывался у нас реабилитация пациентов после инфаркта миокарда. И их проводила непосредственно я вместе со своим научным консультантом. То есть мы их обучали, и после того, как они проходили цикл, эти циклы мы в конце проводили импровизированный мини-клинический экзамен, и только после этого они шли к пациентам и начинали с ними работать. Это все было по желанию, то есть в плане как волонтерство. Спасибо. Алмагуль Тулевна, вы удовлетворены ответом? Да, Спасибо. спасибо. Салим Фахатович, ваш вопрос. Есть вопросы? Коллеги, еще есть вопросы? Добрый день, уважаемые коллеги. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Вопрос. Дамир Гениатовна, спасибо вам за, в принципе, сейчас это очень актуальная тема кардиореабилитации, касающаяся. Вот у вас в диссертации вы пишете, что пациенты, как бы стандартный был подход, это 10-дневный курс по кардиореабилитации в кардиореабилитационном центре города. Все пациенты, которые были в исследовании, как контрольной, так и в основной группе, прошли кардиореабилитацию тестированную. Потом у вас второй вопрос, это вы пишете во второй задаче, указываете, что во многих организациях, как диетологи, специалисты по физическим упражнениям, отсутствует поддержка со стороны работников ПМСП, и, в принципе, это вы учитывали, что это могло повлиять на результаты исследований. Спасибо. Спасибо за вопрос, Джамиля Анваровна. Насчет первого вопроса. Разрешите начать со второго вопроса. Со стороны отсутствия помощи, отсутствия достаточного количества помощи со стороны ПМСП, да? Простите, второй вопрос я запамятовала. Первый вопрос. Все ли пациенты, вы пишете, что они должны по стандартному подходу пройти 10-дневный курс кардиореабилитации после выписки из стационара? Да. Сразу отвечу на этот вопрос. У нас есть реабилитационный центр, ДАРУ называется, где проходят в обязательном порядке бесплатно 10-дневную реабилитационную программу. Да, там по плану полагается проходить всем пациентам, однако именно в течение первых 3 месяцев, когда очень нужно, желательно проходить эту реабилитационную программу, к сожалению, туда по порталу поступают не все. По нашим данным, только 1/3 пациентов успевает получить такую помощь, стационарную типа. А второй вопрос. И учитывается влияние, вот, то, что вот кто-то проходил это цикл курса реабилитации, а кто-то нет на результаты. Да, вы имеете в виду в реабилитационном центре. Спасибо за вопрос, Джамиля Анваровна. Да. В реабилитационном центре, естественно, играет большую роль прохождение реабилитации, поскольку там помимо медикаментозной поддержки проходит восстановительная программа, там есть врач ЛФК, физиопроцедуры. То есть пациенты отмечают значительное улучшение физических параметров, так же как и лабораторных. Поэтому да, на практике, когда мы вели пациентов, мы видели, что разница есть. Очень хорошо, когда эту программу проходят в начале, то есть непосредственно после инфаркта миокарда, а когда проходит уже полгода, они особой разницы уже не ощущают. Еще такой вопрос. Основная проблема в медицинской приверженности — это медицинская неграмотность пациентов. Как бы в поликлиниках есть школы ИБС, отличается ваши продукты. Спасибо за вопрос, Джамиля Анваровна. Низкая приверженность,
Да, в школах, в поликлиниках у нас имеются школы артериального давления, школы ХСН, и после инфаркта миокарда они могут посещать эти школы. Однако пациенты все-таки предпочитают более персонализированный подход. Они считают, что как бы врач был, если бы конкретно человек заинтересован именно в его проблемах, в его показателях, и когда он проводит эту модификацию факторов риска, ему хотелось бы, чтобы кто-то лично отслеживал результаты, динамику. Поэтому вот в этом плане наша реабилитационная программа, конечно, очень выигрывает, потому что пациенты находятся под постоянным не контролем, а с поддержкой, и они очень хорошо откликаются на такую поддержку. Спасибо. Джамиля Анваровна, вы удовлетворены ответом? Да. Есть ли еще вопросы, коллеги? Если нет вопросов, то продолжаем нашу работу. Мы переходим к следующему этапу. Слово предоставляется научным консультантам. Слово предоставляется первому научному консультанту докторанта, кандидату медицинских наук, ассоциированному профессору, профессору кафедры общей врачебной практики номер 1 НАУ ЗКМУ имени Марата Успанова Жамалиевой Лязат Мамбетжановне. Здравствуйте, глубоко уважаемый председатель диссертационного совета, глубоко уважаемые члены диссертационного совета. Позвольте мне дать отзыв. Еще раз добрый день, уважаемые председатели, члены диссертационного совета. Позвольте мне предоставить свой отзыв как руководителя, как консультанта. Значит, Дамира Гениатовна, докторант, полностью освоила программу обучения в соответствии с индивидуальным планом. За время прохождения докторантуры показала у себя очень ответственным, дисциплинированным работником. Все своевременно и качественно выполняла, ответственно относилась к своим обязанностям, сбору данных. В своей работе она разработала, то есть все этапы исследования проведено ею самостоятельно, собранный, проанализирован клинический, лабораторный материал, прошла стажировку, как положено в рамках докторантуры. Качество собранного материала позволило провести адекватную статистическую обработку и количественный анализ полученных данных с использованием современной методологии. Результаты исследования опубликованы в периодических изданиях, рекомендованных комитетом по контролю, в международных журналах, в международных баз данных. Таким образом, диссертационная работа Дамиры Гениатовны Жаманкуловой отвечает требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени и может быть представлена к официальной защите. Я думаю, что она заслуживает и как специалист, и как научный сотрудник присуждения степени доктора философии по специальности. Спасибо, Лязат Мамбетжановна, за предоставленный отзыв. Слово предоставляется второму научному консультанту докторанта, кандидату медицинских наук, ассоциированному профессору, руководителю кафедры внутренних болезней номер 1 НАУ ЗКМУ имени Марата Успанова Базаргалиеву Ирлану Шаймерденовичу. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый председатель и члены диссертационного совета.
Жаманкулова Дамира Гениатовна в 2018 году была зачислена докторантуру по специальности 6D-110-100 медицина ЗКГУ имени Марата Оспанова. За время обучения полностью освоила программу согласно образовательному стандарту, и в том числе прошла педагогическую и исследовательскую практику, а также зарубежную научную стажировку под руководством научного консультанта в городе Архангельск, России, Северном государственном медицинском университете. За время прохождения докторантуры показала себя как инициативный исполнительный докторант, а также обладающий научными знаниями и практическими навыками, научное направление изучаемым, соответственно, тема диссертационного исследования. Тема диссертационного исследования «Эффективность реабилитационной программы пациентов с инфарктом миокарда» на уровне ПМСП была утверждена в заседании ученого совета ЗКГУ имени Марата Оспанова. Диссертационное исследование докторантом Жаманкуловой Дамиры Гениатовны выполнено самостоятельно, с соблюдением современных принципов и стандартов научных исследований и исследовательской этики. Анализ состояния изучаемого исследовательского вопроса, основные результаты диссертационного исследования были доложены на международных научно-практических конференциях, а также в том числе зарубежных, а также в публикациях в научных журналах Республики Казахстан. Освоена докторантом Жаманкулова Дамиры Гениатовны программа докторантуры по специальности медицина. Овладение ею знаниями и навыками научного анализа, менеджмента научных исследований, доказательной медицины и медицинской статистики, в том числе отраженного в проведенном диссертационном исследовании, удостаивает Жаманкулову Дамиру Гениатовну степени доктора философии PhD. Научный руководитель Базаргалиев Ерлан Шемерденович, руководитель кафедры внутренних болезней номер 1. Спасибо, Ерлан Шемерденович, за предоставленный отзыв. Слово предоставляется зарубежному научному консультанту, доктору медицины, профессору Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, начальнику управления по научной и инновационной работе Северного государственного медицинского университета Минздрава России Горжебовскому Андрею Вячеславовичу. Да, уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова за возможность выступить в роли научного консультанта для докторанта и работать с столь интересным проектом. Очень было приятно работать в такой команде во главе с Лизавой Ахмаджановой. Очень понравилась практическая ориентированность данного проекта, а также готовность докторанта воспринимать всю новую информацию относительно математической обработки данных, что обычно является таким камнем преткновения для многих докторантов, кто имеет достаточно богатый клинический опыт. Поэтому здесь я бы отметил прежде всего совместную такую клинико-математическую работу нашу, которую мы проводили во время стажировки, во время общения. И в целом, мне кажется, получился очень даже достойный труд. Причем здесь я отмечу два момента. Первый – это то, что, наверное, на сегодняшний день это единственная работа по специальности медицина, где рассчитаны величины эффекта, несмотря на то, что уже лет 10, наверное, этот момент преподается в курсе биостатистики, но, наверное, первый случай, когда это было реально применено и применено корректно. Ну и второе, это, конечно, огромная смелость диссертанта и руководителя основного, заключающаяся в том, что они сподвиглись на работу с экспериментальным дизайном исследования, учитывая дефицит ресурсов, поэтому это реально дорогого стоит. И в целом продукт, а именно диссертация, конечно, является цельным трудом, сохранено внутреннее единство, соблюдены все принципы научной новизны, последовательности, практической ценности и, что немаловажно, академической честности. Результаты достойно подтверждены
расчетами, проверка статистических гипотез абсолютно адекватна, и выводы логически следуют из результатов. Причем отсутствует еще одна проблема, часто встречающаяся в наших странах, это overstepping the data, да? То есть когда результаты, они говорят одно, а выводы представляются гораздо шире, чем то, что говорят данные. Здесь диссертант была очень осторожна в своих суждениях и опиралась исключительно на данные, что, в общем-то, соответствует всем канонам доказательной медицины. Уровень публикаций, в которых отражены основные положения, результаты, выводы, они свидетельствуют об актуальности проведенного исследования, а также способности Дамиры Гиниатовны преподнести материал в соответствии с уровнем требований. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Жаманкулова Дамира Гиниатовна на основании оценки диссертационного труда на тему «Эффективность реабилитационной программы у пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП» является состоявшимся исследователем, достойным искомой степени доктора философии PhD по специальности медицина. И еще раз спасибо большое за работу в таком хорошем коллективе. Андрей Вячеславович, спасибо за предоставленный отзыв. Слово предоставляется первому официальному рецензенту, доктору медицинских наук, профессору кафедры кардиологии Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова, город Алматы, Республика Казахстан, Тундыбаевой Мирамгуль Капсиметовне. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемый соискатель. Позвольте представить отзыв официального рецензента Тундыбаевой Мирамгуль Капсиметовны, доктора медицинских наук, профессора кафедры кардиологии Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова по диссертационной работе Жаманкуловой Дамиры Гиниатовны на тему «Эффективность реабилитационной программы пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП» по специальности 6D 1101-20 медицина на соискание ученой степени доктора философии. Уважаемый председатель, если вы позволите, я не буду зачитывать весь отзыв с вашего разрешения, и позвольте мне перейти сразу к пункту 10 моего отзыва, если это возможно. Да, Можно? Да, пожалуйста. Да, спасибо большое, потому что, в общем-то, отзыв доступен к публичному ознакомлению. Если вы позволите, пункт 10. Диссертация изложена на 136 страницах компьютерного текста, традиционно по своей структуре, состоит из сведения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. Материал представлен на достаточно высоком уровне, изложен грамотно, лаконично и доступным научным языком. По содержанию диссертационной работы имеются определенные замечания, возможные рекомендации. Значит, первое. Литературный обзор представлен достаточно полный иностранными авторами, исследования которых посвящаются изучению вопросов выживаемости пациентов после инфаркта миокарда и кардиореабилитации. Не считаете ли вы целесообразным расширить список, возможно, русскоязычными источниками, поскольку понятно, что в Российской Федерации и на постсонговском пространстве такие работы ведутся. Возможно, следует дополнить. Да? В исследовании использован ретроспективный обсервационный и проспективный рандомизированный контролируемые методы. Можете ли вы подробно объяснить выбор именно этих методологий и их обоснованность для достижения целей данного исследования? Какие меры были предприняты для минимизации возможных смещений и обеспечения совокупности групп? Следующее. Как указано в результатах по первой задаче исследования, пациенты с инфарктом миокарда в Актубе госпитализируются в несколько стационаров. Почему для перспективного исследования по первой задаче вы выбрали именно пациентов с медицинского центра ЗКГМУ имени Марата Успанова? Следующее. Во время эпидемии COVID-19 были введены ограничительные мероприятия с минимальным контактом с пациентами. Как данные ограничения повлияли ли вообще на ваши исследования? Разработанная программа реабилитации снизила экстренные госпитализации и улучшила контроль факторов риска. Можете ли вы детально описать, какие именно компоненты программы оказались наиболее эффективными и как они были интегрированы в рутинную амбулаторную практику в Республике Казахстан, непосредственно в Актубе? В целом, с учетом вышеуказанного, диссертации Жаманкуловой Дамиры Гиниатовны на тему «Эффективность реабилитационной программы пациентов с инфарктом миокарда на
уровне ПМСП по специальности 6D 11.01.00 медицина, представленная на соискание ученой степени доктора философии, является законченным научным трудом, в котором сформулированы и обоснованы научные положения, совокупность которых можно рассматривать как решение важной научной проблемы, вносящей вклад в решение вопросов реабилитации кардиологических пациентов. Диссертация выполнена с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности, практической ценности, академической честности и соответствует требованиям, предъявляемым правилам присуждения степеней МОН-РК. И ее автор, непосредственно Жаманкулова Дамира Гиниятовна, заслуживает присуждения ей степени доктора философии. Спасибо большое. Спасибо, Мирамгуль Капсиметовна, за предоставленный отзыв. Слово предоставляется докторанту для ответа на замечания рецензента и выводы по их рекомендациям. Спасибо большое, Мира Капсиметовна, за ваш отзыв и за рекомендации насчет вопросов, которые были заданы. По первому вопросу, литературный обзор представлен недостаточно полно иностранными авторами и в малой степени русскоязычными. Я хотела именно по выживаемости пациентов после инфаркта миокарда, к сожалению, русскоязычной литературы по этому вопросу очень мало. В Казахстане практически не проводились такие исследования. И в России тоже не так много. К тому же я заметила, что многие российские авторы также публикуются на английском языке. Поэтому вся русскоязычная литература была обработана, просмотрена, и все необходимые данные, источники мы включили в список литературы. По второму вопросу. В исследовании использованы методы, какой дизайн исследования, ретроспективный и РКИ, как вы отметили. Чем объясняется выбор этих методологий? Для решения первого вопроса, именно что касается выживаемости, то наиболее удобным методом является ретроспективный анализ, когда мы просто можем с архива взять одномоментно большое количество информации и на каком-то срезе провести изучение выживаемости. Поэтому этот метод мы сочли самым доступным для использования. А насчет третьей задачи мы использовали РКИ, поскольку РКИ, рандомизированное контролируемое исследование, является золотым стандартом исследований, обладает высокой степенью доказательности. И какие меры были предприняты для минимизации возможных смещений, это, конечно же, рандомизация. У нас, как я уже говорила, была проведена рандомизация методом случайных чисел, и группы были абсолютно сопоставимы. То есть выбор пациентов осуществлялся рандомным образом. К содержанию, ослепление в данном случае не могло работать, поскольку мы проводили именно вмешательство в виде устранения модификации факторов риска. Поэтому я считаю, что РКИ это в первую очередь высокая степень доказательности, и во-вторых, проведенная рандомизация обеспечивает нам исключение систематических ошибок. Третий вопрос был, почему именно взято пациента с медцентра ЗКГМУ. Да, у нас в городе госпитализируются с инфарктом миокарда в 3 стационара, но именно медицинский центр ЗКГМУ является, во-первых, нашей университетской клиникой, во-вторых, это кардиологический стационар 3-го высокого уровня, и он берет 3 ургентных дня, то есть самое большое количество инфарктных пациентов поступает именно в это отделение. Далее 4-й вопрос. Как повлияли ограничительные меры на контакт с пациентами? Набор наших пациентов начался в апреле 2019 года, и к концу марта 2020 года практически набор был полностью осуществлен. И многие пациенты, которые были набраны в начале, они практически завершили курс реабилитации. А те пациенты, которых мы набрали уже ближе к ограничительным мерам,
Мы вначале уже с ними провели ознакомительные лекции, мы их научили измерять давление, вес, объем талии, как мерить, как все это проводить. Поэтому первоначальное обучение они прошли, а дальше мы использовали уже онлайн-методы. Те, кто на работе, через Zoom подключался, кто с телефона по видеосвязи. Также большое значение, конечно, имеет телефонная поддержка. Все это проводилось, и практически карантин не повлиял на наши результаты. И пятый вопрос. Какие именно компоненты программы оказались наиболее эффективными и как были интегрированы? Вот из всех вмешательств, которые мы проводили, это модификация пищевого поведения, курение, физическая активность. Наиболее эффективным я считаю, что было именно поддержание высокой приверженности к медикаментозной терапии, поскольку для других вмешательств нужно больше времени, а приверженность показывает уже в ближайшем будущем хорошие результаты. Тем более, что мы имели дело с пациентами, уже не вторичная, а даже третичная профилактика проводилась. И поэтому контроль артериального давления, контроль липидов, показатели ЧСС при приеме бета-блокаторов, все это в большей степени было обеспечено именно высокой приверженностью к медикаментозной терапии. И внедрить это довольно-таки просто. Это, собственно, и есть работа врачей, осведомление пациентов о медикаментозной, корректной и необходимой медикаментозной терапии. Уважаемая Мирамбуй Капсиметовна, вы удовлетворены ответами докторанта? Да, я полностью удовлетворена. Спасибо большое, Дамира Гиньятовна, за ваши ответы. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется второму официальному рецензенту, кандидату медицинских наук, ассоциированному профессору, руководителю кардиоцентра АО «Центральная клиническая больница. Город Алматы, Республика Казахстан» Карибаеву Кайрату Рахманиевичу. Подключите, пожалуйста, звук, вас не слышно. Кайрат Рахманиевич, включите, пожалуйста, звук. Микрофон. Наконец-то. Спасибо. Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены диссертационного совета, позвольте представить письменный отзыв официального резидента Карибаева Кайрата Рахманиевича, кандидата медицинских наук, ассоциированного профессора на диссертационную работу докторанта PhD Жаманкуловой Дамиры Гинаятовны «Эффективность реабилитационной программы пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП». Первый критерий темы диссертации – соответствие критериям. Диссертация выполнена в рамках проекта, финансируемого из госбюджета. Диссертация с внутривузовским грантовым финансированием, подготовка помощников врачей по МСП, зарегистрирована в НЦ-ГНТ-РК, номер, одобрен этической комиссией, протокол номер 4 от 2018 года. Второй критерий диссертация выполнена в рамках научно-технической программы с внутривузовским грантовым финансированием, изучение исходов у пациентов с инфарктом миокарда и факторов, влияющих на нее. Второй критерий. Результаты диссертационной работы вносят существенный вклад в развитие науки. Важность работы хорошо раскрыта и обусловлена актуальная проблема здравоохранения по развитию реабилитационной службы Республики Казахстан и улучшение прогноза после перенесения инфаркта миокарда. Несомненно, результаты этой работы позволяют разрабатывать стратегию ведения пациентов после инфаркта миокарда в амбулаторных условиях. Разработанная реабилитационная программа, основанная на лучших мировых рекомендациях поведения пациентов после инфаркта миокарда и адаптированная под местные ресурсы, показала свою эффективность в исследовании довольно большого количества пациентов. Ну и полученные данные вносят весомый теоретический и практический вклад в развитие науки и медицины. Третий критерий – принцип самостоятельности.
естественно, высокий. В ходе выполнения работы диссертант принимал активное участие на всех этапах организации исследований, при наборе клинического материала, при исследовании пациентов. Была самостоятельно составлена база данных, выполнена статистическая обработка и интерпретированы полученные результаты, сформулированы выводы и практические рекомендации. Принцип внутреннего единства обоснован. Актуальность проблемы инфаркта миокарда бесспорна и определяется тенденцией к росту заболеваемости и смертности лиц с острыми хроническими формами в большинстве стран мира. Инфаркт миокарда – одна из весьма распространенных причин летальности и нарушений трудоспособности вплоть до инвалидизации. Неблагоприятное течение инфаркта миокарда, развитие ряда жизнеугрожающих осложнений обусловлено не только поздней диагностикой, сроками поступления в специализированный стационар и объем оказания неотложной помощи, но и в не меньшей степени качеством и полнотой вторичной профилактики, которая заключается в ранней кардиореабилитации и, что несомненно важно, полноценной кардиореабилитации. Содержание диссертационного исследования отчетливо демонстрирует, что своевременное и структурированное проведение реабилитационной программы пациентам с перенесением инфаркта миокарда существенно влияет как на вторичные, так и на первичные исходы заболевания. В связи с этим рецензируемая работа представляет, несомненно, научный практический интерес и актуальность ее обоснована. Следующий. Содержание диссертации отражает тему «Отражает». Диссертационная работа представляет собой завершенный труд, содержание которого в полной мере отражает тему диссертации, идею и процесс научного поиска, что подтверждается во всех разделах диссертации. Введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты исследования, обсуждения, заключения, выводы и практические рекомендации. Цели и задачи соответствуют полностью. Диссертантам поставлена цель оценить эффективность разработанной реабилитационной программы для пациентов с перенесением инфаркта миокарда в амбулаторных условиях, что полностью отражает тему диссертации. Поставленные 3 задачи исследования, каждая из которых последовательно и логично направлена на реализацию целей исследований. Все разделы положения диссертации логически взаимосвязаны, естественно, полностью взаимосвязаны. Все разделы положения диссертации логически полностью взаимосвязаны на основе очевидного принципа, представленного четкими определениями актуальности проблем, обоснованием целей и задач диссертационной работы и прогнозируемых ожидаемых результатов научного исследования. Предложены автором решения, методы, они аргументированы и критический анализ есть. Автором был проведен подробный анализ ранее выполненных научных исследований по вопросам заболеваемости и смертности от ИБС и инфаркта миокарда у 5- и 10-летней выживаемости после перенесения инфаркта миокарда в разных странах, по программах амбулаторной реабилитации кардиопациентов, их сроках, наполненности, эффективности в развитых странах. Программа кардиореабилитации, разработанная в рамках исследовательской работы, была основана на современных международных рекомендациях, показавших свою высокую эффективность на практике. Все основные положения и научные результаты диссертационной работы являются новыми, либо отражают определенные элементы новизны. В рамках исследований впервые проведена оценка и показана низкая 10-летняя выживаемость пациентов после инфаркта миокарда. Изучен и показан неоптимальный контроль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это гиперлипидемия, артериальная гипертензия, курение, избыточный вес у пациентов после инфаркта миокарда в текущей практике. Изучена и показана высокая частота неблагоприятных исходов в течение года у пациентов после инфаркта миокарда в текущей практике. Проведена оценка и показана эффективность доступных вмешательств разработанной программы и стратегии амбулаторной реабилитации пациентов после инфаркта миокарда. Полученные результаты и степень их новизны достаточны для диссертации на соискании степени докторапии PhD.
В результате проведенного научного исследования диссертантом аргументированно сформулированы выводы, имеющие достаточную степень новизны. Частично новыми являются 25-75%. То есть в данной ситуации, естественно, все выводы имеют достаточную степень новизны. Предложены автором обоснованные методы проведенного комплексного исследования, научных исследований об эффективности кардиореабилитации у пациентов с инфарктом миокарда могут быть использованы государственными органами при разработке стандартов для прогноза неблагоприятных исходов и осложнений, тем самым улучшит качество жизни и выживаемость пациентов после инфаркта миокарда. Обоснованность и достоверность выводов, сформулированных в диссертации, обеспечены адекватной целью и задачей методологии исследования, достаточным и статистически обоснованным объемом материалов, набором клинических и лабораторных методов исследования, примененных автором. Выводы, сформулированные по итогам диссертационной работы, основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах с применением соответствующих клинических и аналитических исследований на достаточном объеме репрезентативной выборки. Диссертант на достаточно высоком уровне обосновал выводы проведенного исследования. Следующее. Доказано ли положение? Доказано. Все основные положения, представленные в диссертации, вносимые на защиту, доказаны. Не являются тривиальными, являются новыми. Уровень применения широкий. Доказаны в статьях автора. Положения диссертации достоверны, доказаны, имеют перспективу широкого применения в клинической практике у пациентов после инфаркта миокарда. Отражены в научных публикациях, в том числе в журналах, индексируемых в международной базе Scopus, актах внедрения в практическое здравоохранение, учебный процесс, образовательной программы специальности семейной медицины. Диссертационная работа выполнена на достаточном клиническом эффекте. Методология подробно описана в разделе «Материалы и методы». Большое внимание уделено описанию методологии потребной задачи с подробным разбором исследовательского вопроса по схеме ПИКО. Диссертационная работа проведена с использованием соответствующего дизайна для каждой задачи с применением современных методов статистического анализа. Результаты работы, полученные с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. Анализ полученного материала получен с использованием современных стат-программ. Основные положения диссертационной работы, теоретические выводы, выявленные закономерности и взаимосвязи, основаны на результатах и клиническо-лабораторных исследований и доказаны в условиях ретроспективного, обсервационного и проспективного клинического исследования. Каждое важное утверждение подтверждено по факту сопоставления полученных результатов с данными достоверной научной информации и ссылками на соответствующие источники. Для литературного обзора и обсуждения использовано достаточное количество литературных источников с общим количеством 336, которых 35 на русском и 301 на английском языке. Превалирование иностранных источников свидетельствует о всеобщем интересе и актуальности данной проблемы. Теоретическая значимость научной работы не вызывает сомнений. Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе по направлению семейной медицины и кардиологии. Также разработаны сертификационные курсы повышения квалификации врачей общей практики и терапевтов. Данное диссертационное исследование касается актуальной проблемы современной медицины, в частности вопросов реабилитации после ОКС, и проведено по этому поводу чрезкожное вмешательство и имеет большую прикладную значимость. Результаты исследований могут быть использованы в практическом здравоохранении врачами общей практики в условиях ПМСП.
Практические рекомендации, предложенные автором, являются новыми, реально выполнимыми и воспроизводимыми в клинической практике. Качество академического письма высокое. Диссертация построена по классическому типу и состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов собственных исследований, заключений, выводов и практических рекомендаций. Материал представлен на достаточно высоком уровне, изложен грамотно, лаконично, доступным научным языком. По содержанию диссертации имеются следующие замечания и рекомендации. Весь материал диссертации представлен в текстовом виде и в виде таблиц. Может иметь смысл частично предоставить материал в виде графического изображения, что сделало работу более наглядной и лучше бы воспринималось визуально. Также в работе выявлен ряд неудачных выражений и их трактовка. Но перечисленные замечания не имеют принципиального значения. Они не имеют отношения к методологии диссертации, научной новизне, достоверности полученных результатов, выводов и практической значимости научной работы, а также положениям, выносимых на защиту, и в целом носят рекомендательный характер. Диссертационная работа Жаманкуловой на тему эффективности реабилитационной программы пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП представлена на соискании ученой степени доктора философии по специальности медицины, является законченным самостоятельным научным трудом. В целом работа заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована для публичной защиты на диссовете. Учитывая актуальность выполненных исследований, научную новизну и практическую значимость полученных результатов, считаем, что диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора философии по специальности медицина. Спасибо. Благодарю, Кайрат Рахманевич, за предоставленный отзыв. Слово предоставляется докторанту для ответа на замечания рецензента и выводы по их рекомендациям. Спасибо большое. Спасибо, Кайрат Рахманевич, за высказанные вами замечания и рекомендации. По поводу того, что материал представлен в виде таблиц, мы с научным руководителем считаем, что в виде таблиц достаточно наглядно и очень показательно видны все данные по пациентам. Но, учитывая ваши рекомендации, я сделала графические изменения, графические изображения и в виде графиков внесла в презентацию. Все аналоги таблиц презентации были, часть из них была заменена на графическое изображение по вашей рекомендации. По поводу небольших неточностей и трактовок мы об этом поговорили и были внесены исправления. Спасибо большое. Уважаемый Кайрат Рахманевич, вы удовлетворены ответом докторанта? Абсолютно удовлетворен ответом. Диссертанта считаю, что ее законченная работа, доклад продемонстрировал блестящее владение проблемой, блестящее владение русским языком. Я думаю, что Никифор жить не будет. Спасибо большое. Уважаемые члены диссертационного совета, мы заслушали докторанта, заслушали научных консультантов и выступления официальных рецензентов. Позвольте перейти к дискуссии с членами диссертационного совета. Пожалуйста. Гульмира Зулпукаровна, пожалуйста. Спасибо большое за хороший доклад и за хорошую работу. И я поддерживаю всех выступивших и рецензентов и поддерживаю работу, потому что она сильно посвящена важной проблеме. И я хочу, что сделано два этапа сравнительно. Конечно, эта работа не только, поскольку диссертант сделала два этапа ретроспективно,
за 10 лет выживаемость, значит, уже на будущее эта работа дала, наверное, новое направление тоже, сравнить уже как те меры реабилитации улучшат выживаемость, да, на этой же группе больных, посмотреть через 5 и 10 лет тоже, да, сравнение, уже может быть это, обновить результаты, не только это направление на будущее исследования. И самое главное, практический выход тоже это не только научное, но и клиническое значение имеет работа для улучшения и качества жизни больных после инфаркта миокарда. И я считаю, что она исследование с завершенным исследованием и рандомизированное контрольное исследование второй части. Это тоже очень имеет большое весомое значение, поскольку это вклад тоже в доказательную литературу. Наверное, будет не только если есть публикации, то значит это будет уже, может быть, вклад в основную базу бассейн доказательной литературы и тоже будет использован для разработки практических рекомендаций, да, международных, включая международные, по проведению реабилитационных мероприятий, да, по превентивной кардиологии. И поэтому я поддерживаю работу и считаю, что диссертант заслужит присвоение звания PhD. Спасибо. Лейла Ринатовна, пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, я хочу поздравить диссертанта и научных руководителей, консультантов с блестящей, на мой взгляд, работы. Я не являюсь неврологом, еще являюсь руководителем Центра неврологии и медицинской реабилитации, поэтому вот эти реабилитационные программы очень важны. Я бы очень хотела, чтобы мои диссертанты были похожи на сегодняшнего нашего соискателя и по методологии, и по уровню владения материалом. На мой взгляд, замечательная работа. Буду голосовать за, призываю других тоже голосовать за, поддерживаю. Удачи! Спасибо большое. Пожалуйста, есть? Салим Фахатович, пожалуйста. Пожалуйста, есть желающие выступить? Уразбек Сраилович. Нет, комментариев нету, спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, есть желающие выступить? Джамиля Анваровна. Включились. Салим Фахатович, пожалуйста. Алло,
У меня отключился сейчас, вот поэтому меня не было. Да, мы вас слышим. Поступление официального... Слышите меня, да? Да. Сейчас идет дискуссия, пожалуйста, можете высказаться. Ну, выступление официального объединения было исчерпывающим, они все дали достойную оценку данной диссертационной работе. Я тоже считаю, что доложено было работа на очень высоком уровне, хорошая работа. Единственный вопрос возник, там вот когда докладывали первый раз, сказали, что в 2021 году смертность от сердечных заболеваний в Казахстане составила 480 случаев на 100 тысяч населения. Откуда эта цифра? Я хотела. Почему? Потому что вроде бы сейчас другие цифры уже более низкие цифры дают. Даже во время ковида более низкие цифры были смертности от сердечных заболеваний. Сейчас докторант ответит. Спасибо за вопрос, Салим Фахатович. Информация по поводу смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – это информация из информационных бюллетеней ВОЗ. А смертность, которая состояла в Казахстане, это тоже из англоязычной литературы. У меня есть ссылки на литературу. В данном случае я не имею под рукой, к сожалению. Это из англоязычной литературы данные. Точнее, я сейчас не могу сказать, к сожалению. Хорошо, будем это... У меня были другие цифры, будем считать, что у вас ваши цифры достоверные. Но в целом впечатление о работе очень хорошее впечатление. Я тоже согласен с предыдущим выступающим, что работа достойна присвоения исполненной степени диссертанта. Спасибо большое. Есть ли еще желающие? Магуль Тулеуна. Тоже считаю, что работа вносит определенный вклад в реабилитационные программы на ПМСП. И в работе даны практические рекомендации для врачей ПМСП. Работа очень актуальна. Спасибо. Спасибо большое. Предоставляется заключительное слово докторанту Жаманкуловой Гениатовне. Глубоко уважаемая Светлана Калиулаевна, глубоко уважаемые члены диссертационного совета и коллеги, в первую очередь разрешите выразить слова благодарности ректору Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова за предоставленную возможность проведения защиты в стенах нашего вуза, за оказанную мне высокую честь предоставления основных положений нашей работы на сегодняшнем диссертационном совете. Разрешите поблагодарить официальных оппонентов, доктора медицинских наук профессора Тундыбаева Мирамгуль Кавсиметовну и кандидата медицинских наук ассоциированного профессора Карибаева Кайрата Рахманиевича, любезно согласившихся проанализировать нашу работу и за их мнение и замечания. Разрешите поблагодарить Беркимбаева Салим Фахатовича, Маншарипову Магуль Тулеевну, Сахова Уразбек Сраиловича, Мансурову Джамилю Анваровну за участие в обсуждении нашей работы. Разрешите выразить слова особой искренней благодарности и глубокую признательность моим научным руководителям, профессору кафедры общеврачебной практики номер 2, кандидату медицинских наук, ассоциированному профессору Жамалиевой Лязат Умбеджановне, руководителю кафедры внутренних болезней номер 1, кандидату медицинских наук, ассоциированному профессору Базаргалиеву Ирлану Шаймерденовичу, а также зарубежному консультанту, начальнику управления по научно-инновационной работе Северного государственного медицинского университета города Архангельска, профессору Коржебовскому Андрею Мячеславовичу за огромный труд, поддержку и помощь при выполнении нашей работы. Особые слова благодарности хочу выразить ученому секретарю PhD Айтбаевой Али Маджановне за огромную помощь в процессе подготовки к сегодняшнему дню. Слова искренней благодарности выражаю руководителю и коллективу кафедры внутренних болезней номер 1,
за создание благоприятной обстановки и поддержку в ходе работы над диссертацией, за помощь на всех этапах проведения исследования. Искренне благодарю всех членов диссертационного совета за активное участие в обсуждении диссертации, за дружескую и благоприятную обстановку, созданную сегодня при обсуждении диссертационной работы. Выражаю большую признательность своим родственникам, друзьям. Всем большое спасибо. Дамира Гениатовна, благодарю за выступление. Позвольте перейти к выборам счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя диссертационного совета, и назначить председателем счетной комиссии Айнур Аманжолқызы. Слово предоставляется заместителю председателя диссертационного совета в лице председателя счетной комиссии Айнур Аманжолқызы для избрания членов счетной комиссии. Уважаемые члены диссертационного совета, позвольте представить членов счетной комиссии в лице доктора медицинских наук профессора Кудайбердиевой Гульмиры Зулпукаровны и доктора медицинских наук профессора Ахмадиевой Лейлы Ринатовны. Кто за данный состав счетной комиссии, прошу проголосовать. Единогласно. Против? Воздержавшихся? Нет. Состав счетной комиссии утверждается единогласно. Согласно приказу номер 7 от 9 января 2023 года, глава 2, пункты 33-34 и процедуре порядка защиты диссертации на соискание степени доктора философии ЗКМУ, члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, в голосовании прошу не участвовать. А также в тайном голосовании имеют право принимать участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета. К вашему вниманию будет представлен лист голосования, где вам необходимо принять одно из 4 следующих решений. Первое. Присудить степень доктора философии или доктора по профилю или ходатайство перед комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии или доктора по профилю. Второе. Направить диссертацию на доработку. Третье. Направить диссертацию на повторную защиту. Четвертое. Отказать в присуждении степени доктора философии или доктора по профилю, либо в ходатайстве перед комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии или доктора по профилю. Объявляю перерыв для тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении степени доктора философии Жаманкуловой Дамиры Гениатовны на тему эффективности реабилитационной программы у пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП по специальности 6.10.110.100 медицина, а также предоставить ссылку членам диссертационного совета для онлайн-голосования. Прошу отключить аудио и видеосопровождение без отключения трансляции на период тайного голосования. Включите звук микрофона. Вас не слышно мне? Все. Да, отлично. Так, сейчас я подключу Гульмиру Зулпукаровну. Гульмира Зулпукаровна не сказала, но она сейчас будет. Она в Турции, да, или она где? Она должна быть у себя в Кыргызстане. Гульмира Зулпукаровна. Понятно. Еще раз здравствуйте. Я сейчас вам покажу онлайн формате. У нас 8 человек, всего 11. Получается 3 офлайн формате. Так, в онлайн формате 8, лист голосования сейчас. Так, ответ вот. 8 человек, да, 100% за. Так, сейчас уже открываем наш ящик. 3 человек нас. Первые за. Так, второе сейчас открываем. Вот, тоже за. И третий.
тоже за. Получается всего 11 человек, все за. Единогласно. Утверждаем, голосуем. Давайте закруглять на цель. Хорошо. Уважаемые коллеги, подключаемся. Для оглашения результатов тайного голосования слово предоставляется председателю счетной комиссии Айнур Аманжолқызы. Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемые члены диссертационного совета, счетная комиссия в лице председателя Айнура Аманжолқызы и членов счетной комиссии ДМН профессора Худайбердиевой Гульмиры Зулпукаровны и ДМН профессора Ахматиловой Лейлы Ринатны сообщаем о результатах тайного голосования для дальнейшего утверждения протокола счетной комиссии по подсчету голосов. В тайном голосовании приняли участие 11 человек. Из них в онлайн-формате 8 членов диссертационного совета и 3 в очном формате. По итогам подсчета голосов в листе голосования помарок, исправлений и порчи листов голосования не выявлено. Итого проголосовано 11 за присуждение степени доктора философии или доктора по профилю или ходатайство перед комитетом для присуждения докторанту доктора философии или доктора по профилю количества голосов 11 за. Поздравляем. Мы прослушали протокол счетной комиссии. Есть предложение утвердить протокол счетной комиссии открытым голосованием. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Против? Воздержавшихся? Нет. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Таким образом, диссертационный совет проголосовал единогласно и будет ходатайствовать перед Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан о присуждении Жаманкуловой Дамире Гиниатовне на тему эффективность реабилитационной программы у пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП по специальности 6D-110-100 медицина степени доктора философии. Голосование единогласно. Заключение диссертационного совета принимается в следующей редакции. Диссертационный совет по специальности 6D-110-100, 8D-101-02 медицина призык ему имени Марата Успанова на основании публичной защиты диссертационной работы Жаманкуловой Дамиры Гиниатовны на тему эффективность реабилитационной программы у пациентов с инфарктом миокарда на уровне ПМСП по специальности 6D-110-100 медицина по результатам тайного голосования ходатайствует перед Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан о присуждении степени доктора философии Жаманкуловой Дамире Гиниатовне. Поздравляем, Дамира Гиниатовна. Уважаемые члены диссертационного совета, есть ли замечания по ведению открытой защиты диссертационной работы? Нет, все замечательно. Замечаний нет. Благодарю всех членов диссертационного совета, наших гостей, всех приглашенных за участие в работе. На этом заседание совета считается закрытым. Спасибо всем. До скорых встреч. Спасибо. Поздравляем всех участников праздника. Удачи, здоровья всем. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.